Солдаты, не слушая уговоров, нетерпеливо подгоняли их. Ни дать домашней птице и скотине корм, ни даже запереть дверь не позволили. На улице уже толпились перепуганные соседи с плачущей детворой. Подталкиваемые солдатами, они влезали в кузова грузовиков, кричали, плакали, пытались что-то объяснить. Наполненные машины отъезжали, на их место прибывали новые. И вот так, без еды, без вещей, с малыми детьми на руках, все, и немощные старики, и увеченные фронтовики, и беременные женщины, коммунисты и беспартийные, колхозники и неколхозники, все без разбору, на арбах и грузовиках были свезены на железнодорожную станцию и погружены в эшелоны. Люди сопротивлялись, не хотели лезть в грязные холодные вагоны, предназначенные для перевозки скота, ругались, упирались, их заталкивали силком, рыдания, отчаянные